Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как водитель «Опеля» сбил 16-летнего велосипедиста на улице Беломорская в Казани. Я даже по тормозам не нажимал, честно. Испугался. Почему он не смог избежать наезда и каково состояние пострадавшего? Ехал тихонько, как бы он нормально, там что у него коленка, из головы кровь идет. Покажем последствия столкновения двух иномарок на улице Вахитова. Просто удар в клетке, больно дышать. Пострадала женщина-водитель Ниссана. А также в Нижнекамске 50-летний мужчина погиб в огне в своей квартире. Мы быстрее к нему побежали, начали стучать. Дверь уже горячая была. И изъятие 120 тонн нелегального спирта. Это и не только прямо сейчас. 16-летний велосипедист попал под колеса «Опеля» на улице Беломорская. Пострадавшего подростка с разбитой коленкой и травмой головы госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. Мнения о виновнике этого происшествия разошлись. Отец пострадавшего мальчика считал, что вина полностью лежит на водителе. Он должен был уступить дорогу. Автомобилист же уверяет, он даже не видел подростка. Тот врезался ему в бок, пересекая проезжую часть по диагонали в нескольких метрах от пешеходного перехода и не слезая с велосипеда. Честно, как бы я в шоке просто. Водитель «Опеля» долго не мог прийти в себя. Все произошедшее для него полный шок. Ладно, как бы там лишение прав, понимаю, но это же на мне все останется. Молодой человек рассказывает, ехал по левой полосе, не быстро, километров 50 в час. Рядом ребенок и жена. Она и сказала, что сбили человека. Сам водитель понял это не сразу, поэтому и остановился через несколько десятков метров. Но я по левой полосе ехал. Ну, получается, чуть-чуть сзади меня еще одна машина ехала, которая увидела это все. Ну вот, примерно 3-4 метра, вот тут где-то примерно. Я вот сюда подъезжаю, но ехал 50, может даже меньше. Ну, честно, с ребенком, с женой ехал с работы. Вот. И он просто вот отсюда вот так наискосок. Ну, как бы вот прямо вот передо мной. Я даже сначала не понял, как бы мне жена сказала, мы сбили. Я увидел и лицо просто как бы и все. Я даже по тормозам не нажимал, честно. Испугался. Водитель рассказывает, велосипедист двигался по крайней правой полосе и за несколько метров до пешеходного перехода по диагонали стал пересекать проезжую часть, не слезая с велосипеда. Удар пришелся в правое переднее крыло. Как остановился, сразу подбежал к пострадавшему. Тут же подошли очевидцы. Ехал тихонько, как бы он нормально, там что у него коленка, из головы кровь идет, все. Своей вины в этом молодой человек не видит, не представляет, как бы мог избежать наезда. Я говорю, если он слез, в руках тащил, переходил, я его не увидел, да, как бы, отрицание, я виноват. Но как бы если вот так, то я даже не понял, что произошло, я сейчас стою, я не понимаю. Ну, блин, чувство самосохранения же должно быть. Ну как вот можно вот так и поехать? Отец подростка не отрицает, его сын пересекал дорогу верхом на велосипеде, но считает, что ехал он по переходу, и водитель должен был его пропустить. Оттуда приехал, хотел туда доехать. Поворачивал и поехал, и сразу избили машину. Врачи, осмотрев подростка и оказав ему всю необходимую помощь, отпустили его домой. Серьезных травм велосипедист не получил. Степень вины каждого из участников происшествия будут устанавливать автоинспектор на детальном разборе. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Девушка-мотоциклист пострадала, выезжая на улицу Ломжинская. Впереди нее двигался Hyundai Solaris, водитель которого вдруг передумал ехать вперед. Стал сдавать назад и сбил байк. В результате водитель мотоцикла упал вместе со своим транспортным средством. Девушка жаловалась на боль в ноге. Этот мотосезон для девушки был первый. В этот вечер она хотела поехать на площадку, потренироваться, чтобы набраться опыта. Свою вину водитель легковушки признал сразу. Я говорю, виноват. Я говорю, назад подал. Я говорю, зачем? Не знаю, говорю. Страшно, с опаской. Ну, то есть для нее сезон по-любому закрыт. Она сама копила денег, зарабатывала. То есть хотела научиться. И все, сезон закрылся для нее раньше времени. Еще не знаю, сядет ли она после этого. А на перекрестке улиц Фучика и Завойского водитель грузового ГАЗа при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда». 34-летнего мотоциклиста госпитализировали. После осмотра и оказания первой помощи его отпустили домой. На улице Лево-Булачная на пешеходном переходе водитель «Лады Приора» сбил мужчину. Удар был не сильный, водитель разворачивался. Скорости у него практически не было. Пешеход упал на капот, жаловался на боль в руке, но скорую помощь вызывать не стал и просто ушел с места происшествия. Водитель во избежание неприятных последствий вызвал автоинспекторов.
41-летняя женщина-водитель Ниссана пострадала в результате столкновения с Хондой Цивик. Авария произошла на перекрестке улиц Вахитова и Яруллина. Оба водителя ехали навстречу друг другу. Молодой человек на Хонде со стороны декабристов, автоледи в сторону Чистопольской. Оба выехали на перекресток на зеленый свет. В следующую секунду мощный удар уничтожил оба автомобиля. Просто удар в клетки, больно дышать. Во время столкновения женщина сильно ударилась грудной клеткой, хотя была пристегнута, и сработали подушки безопасности. Если бы не эта защита, то травмы могли бы быть куда серьезней. Она ехала по улице Вахитова в сторону декабристов. На перекресток с улицы Яруллина выехала смело, горел зеленый. В следующую секунду сильный удар. Виновата не я ехала на прямой сигнал, зеленый светофора, а они, видимо, поворачивали налево, и, соответственно, я просто перед собой видела автомобиль и тормозила, и все. С различными травмами женщину доставили в больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. В Хонде ехали два молодых человека, они не пострадали. Рассказали, на перекресток выехали также на зеленый. Уверяют, встречные автомобили стояли, поэтому смело стали поворачивать налево, на улицу Яруллина. Рассказали, откуда появился Nissan, так и не поняли. Предположили только, что скорость у него была большой, тормозной путь был длинный. После столкновения Хонду развернула на 180 градусов. У нее разбита вся передняя часть. 28-летний хозяин автомобиля надеется его восстановить. 13-летняя иномарка его ни разу не подводила. Хозяйка Ниссана также не представляет себя без этой машины. Но есть ли смысл восстанавливать автомобили, будет ясно после экспертизы и оценки стоимости ремонта. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, вызов 112. 120 тонн спирта изъяли из незаконного оборота сотрудники Управления экономической безопасности совместно с коллегами из ФСБ и Госалкогольинспекции. Все началось с задержания на одной из улиц Приволжского района 65-летнего мужчины. Он разгружал партию алкогольной продукции. Лицензии на хранение, перевозку, реализацию и оборот этилового спирта у него не было. На месте было обнаружено 596 10-литровых канистр с якобы дезинфицирующим средством, которое используют в ветеринарных целях. Однако в ходе исследования выяснилось, что жидкость в емкостях – этиловый спирт без каких-либо посторонних добавок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство или оборот этилового спирта». Она предусматривает от штрафа до 4 миллионов рублей и до лишения свободы на срок до 5 лет. Следователи же нагрянули в Самарскую область на предприятие, где он закупал продукцию. Там из незаконного оборота изъяли еще 120 тонн спирта, содержащей продукции. 50-летний мужчина погиб минувшей ночью во время пожара в своей квартире в Нижнекамске. Пламя было таким, что раскалилась входная металлическая дверь, а едкий дым разбудил соседей, которые вызвали экстренные службы. Но помочь хозяину квартиры к тому времени уже никто не мог. С балкона идет прям дым, прям вниз валит от дождя, его прибивает вниз. Он проснулся сегодня с рассветом. Александр почувствовал запах гари. Сначала он обследовал свою квартиру, но оказалось, что источник возгорания находится этажом выше. Очевидцы рассказывают, сосед сверху накануне был пьян и кричал на весь двор. Мы быстрее к нему побежали, начали стучать. Дверь уже горячая была. Пожарных вызвали параллельно. Тем временем дым просочился в подъезд. От высокой температуры на балконе начали лопаться стекла. Экстренные службы приехали быстро, но вот попали в квартиру не сразу. Пришлось ломать дверь. Тело 50-летнего мужчины лежало в зале. Там и был очаг возгорания. Погибший жил один. Он доставлял соседям единственную неприятность – часто топил водой, говорят они. Выпивал редко, а вот курил постоянно. На данный момент проводится проверка по установлению причин возникновения пожара. Одна из версий, которая является неосторожность при курении. Это пока предварительная версия. Истинную причину сейчас устанавливают дознаватели. Рамиль Шайдуллин, Вера Муратова и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.